Бисмилляхи рахмани рахим, ассаламу алейкум рахматуллах. По поводу слухов о возможной смерти Тумсо Абдурахманова. Сегодня мы видим эту публикацию у движения Адат, и опираясь на эту публикацию, многие высказались в утвердительном ключе о смерти Тумсо Абдурахманова, что он вот умер, выразили свои соболезнования и так далее, и так далее, и так далее. Многие издания, многие там общественные деятели и так далее. Но все опираются именно на публикацию движения Адат. Я не буду сейчас комментировать их публикацию, откуда у них доказательства, есть ли у них это есть или нет. Я надеюсь, что это неправда, не для того, чтобы как-то дискредитировать само движение Адат, а для того, чтобы верить в лучшее. Я скажу, почему я не писал вот все это время никаких соболезнований, и почему я сейчас не буду выражать как бы утвердительных соболезнований с полной уверенностью. Потому что по моей информации, по крайней мере та, что у меня есть, это неправда. Я не могу опять-таки говорить, что мой источник вот 100% верный, а вот у кого-то 100% неверный. Но есть, кроме той информации, которая говорит мне, что это неправда, да, тот источник, а сразу же скажу, источник это не человек с улицы, это не человек где-то, который кто-то там от кого-то там слышал и так далее. Я просто не могу, мне сказали не говорить. И те люди, которые заявляют о том, что это неправда, они говорят это с полной уверенностью и с таким легким тоном в разговоре. А это люди не чужие, так сказать, Тумсо Абдурахманову. И поэтому я не могу с уверенностью утверждать, что он действительно погиб. Я надеюсь, что это неправда, что он жив. Потому что мы видим Тумсо Абдурахманова каждый день практически, мы его слушаем, где-то с ним соглашаемся, где-то не соглашаемся, где-то с ним спорим внутренне, где-то спорим публично. И этот человек, мусульманин, это наш брат, и когда слышишь, что он погиб, это все-таки неприятно. Как минимум это неприятно, и поэтому ты идешь и проверяешь, и пытаешься как-то удостовериться в этой информации. И для себя лично я не нашел подтверждения тому, что он действительно погиб. Опять-таки, я сейчас не ставлю под сомнение авторитет движения Адат, если у них есть какие-то источники, если есть какие-то доказательства, они известны только им. Они же говорят, что мы не можем об этом говорить. Но если не могут, значит только они могут говорить это с утверждением. Я этого говорить не могу. Вот когда у нас будет подтверждение, вот тогда, иншаллах, и подтвердим также, согласимся с этим. Допустим, если это сделает Мухаммад Абдурахманов, брат Тумсо Абдурахманова и так далее. Вот тогда мы это как-то подтвердим и будем уже выражать свои соболезнования. Иншаллах. А здесь есть еще и такие косвенные какие-то моменты, которые также подвергают сомнению это событие. Здесь говорится о том, вот движение Адат говорит, что публично там, не публично, а там группа лиц, кажется, они это сказали. Или это они сказали, или кто-то другой это написал. Как-то информация идет, что группа лиц там чуть ли не расстреляла Тумсо Абдурахманова. В принципе, это возможно. Но почему об этом никто не пишет? Вот этого я не могу понять. Ведь СМИ европейские, они подхватывают каждую новость. У них есть свои источники в полиции, в правоохранительных структурах, в спецслужбах. У них есть эти источники. Но не могло это не выйти наружу, если это действительно произошло.
Об этом должны были сказать, написать нам, не знаю, если это было в Швеции, в Швеции, если это было в Бельгии, то в Бельгии, если это было в Германии, то в Германии, если это было в поезде в каком-то, который едет из одной там страны в другую страну, так в этом поезде, если это было в аэропорту, то в аэропорту, но об этом бы написали, а мы не видим этого. И вот в чем проблема. А если и пишут, то пишут только сегодня. И пишут, ссылаясь на какие-то другие издания, которые в свою очередь ссылаются, там, допустим, на российские издания, которые в свою очередь ссылаются на сегодняшнюю публикацию движения Адат. Вот в чем дело. И поэтому я пока что несколько скептически к этому отношусь. Потому что, как я говорю, у меня у самого есть другая информация о том, что это неправда. Не просто, что мы не знаем точно, это неизвестно. Нет, мне говорят, что это вообще неправда. И, может быть, эти люди ошибаются. Я опять-таки не претендую на истину в последней инстанции. Но то, что мне говорят, что это неправда, это говорят уже на протяжении нескольких дней. И сегодня, опять-таки, это то же самое говорят. Не знаю. Аллаху а'лам. Но я надеюсь на то, что это неправда. Что он жив. И здесь как это объяснить? Возможно, поступила какая-то информация со стороны спецслужб, что готовится покушение, что нужно временно лечь на дно. Такое бывает. И тогда уже ближайших родственников и самого этого человека скрывают спецслужбы. Такое возможно и такое практикуется. Здесь еще есть один момент, когда, допустим, кого-то убили или было покушение, и учитывая сегодняшний накал между спецслужбами Запада и спецслужбами России, учитывая, что идет война в Украине, любой адекватный человек прекрасно понимает, что если даже произошло это убийство в отношении Тумсо Абдрахманова, то это не единственная цель. И что другие общественные деятели, политические деятели, там, блогеры и так далее, тоже стоят, находятся под угрозой. Это понятно, это ежу понятно. И здесь еще один вопрос. Почему тогда ни одна из спецструктур, спецслужб Европы не связывается с другими общественными деятелями, политическими деятелями, там, сторонниками Ичкерии, противниками России, и не говорить им: слушайте, вот здесь произошло это и это, вы наверняка знаете, вам нужно лечь на дно. Вы будете в опасности. Да, у нас нет пока информации, что на вас тоже готовится, но вы должны быть в курсе, что вас могут также в любой момент убить. И этого тоже нет, этого не было. Ко мне не приходили, там, я разговаривал с некоторыми нашими людьми, известными, очень известными. К ним тоже никто не приходил, не звонил по этому поводу. Очень много моментов. Журналисты об этом не говорят, нет конкретных, вот, что вот здесь произошло убийство там, и так далее. Тоже нет новостей. Я не знаю, Аллаху а'лам. Поэтому пока что я не склонен утверждать, что убийство действительно было. Я наоборот надеюсь, что его не было, так как, как я уже сказал, есть определенная информация. Кто бы это ни был, если этот человек борется против России, если он является мусульманином, если он посвятил часть своей жизни для этой борьбы, а мы знаем, что Тумсо Абдурахманов это сделал, Тумсо Абдурахманов в любом случае уже вошел в историю борьбы чеченского народа.
И если это окажется правдой, естественно, это нас сильно опечалит. Но мы надеемся на лучшее, иншаллах. Пусть Всевышний Аллах убережет нашего брата Тумсо Абдурахманова, его родственников, его близких и других наших братьев, которые сегодня борются против этого зла. Сегодня у нас понедельник, 5 декабря 2022 год, 17:41 по Европе, 19:41 по Москве. С вами Белакиев Ислам. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.